Добрый вечер. В эфире «Вести Татарстан», в студии Карина Гельманова. Сегодня в Казани прошло пленарное заседание Татарского национального собрания «Милләт җыйыны». В мероприятии, приуроченном к столетию ТСР, приняли участие порядка 500 делегатов. Приехали гости из разных регионов. Участники из других стран присоединились к заседанию в режиме онлайн. Говорили о сохранении традиций, культуры, языка. Эльмира Заляева расскажет подробнее. Российского автономного округа. Ленинградской области. Республика Коми. Чтобы перечислить географию всех участников собрания, пожалуй, не хватит и целого выпуска новостей. 500 гостей, 68 регионов России, из разных уголков нашей огромной страны. С разными жизнями, разными взглядами на нее, но с единым порывом – сохранить то, что их всех объединяет – свою нацию. Вдохновение, гордость за всех татар. И за Татарстан, и за Казань. А самое главное, мы друг у друга чему-то учимся. Здесь же практически все татарские организации России и зарубежья. И вот такие встречи, они очень нужны, очень полезные. И потом мы, у друг друга берем какие-то идеи и уже у себя там превращаем в жизнь. Огромное спасибо Татарстану за то, что они помогают нам стабильно всем татарам, не только нашей России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Площадкой для объединения нации Казань была всегда. Так сложилось исторически. Первое собрание Всемирного конгресса татар прошло здесь еще в 90-е годы. В 2018-м он получил новый виток развития. Тогда же впервые президент Татарстана предложил создать стратегию развития татарского народа. Понадобилось 2 года, чтобы документ обрел форму, содержание, а уже сегодня рассматривался на первом в истории России «Милләт җыйыны» национальном собрании. 8 миллионов татар, каждый из них является ответственным за судьбу своей семьи. Среди гостей в зале артисты, ученые, филологи. Многие знают, каково это жить вдали от родных мест и как сложно сохранять традиции на чужбине. Поэтому предложение каждого к этой стратегии – это в первую очередь личный опыт, личное желание и неравнодушие. Анда риза булмаган җирләрдә булды. Аңа карамастан, менә бүгенге көндә безнең шушы стратегияне кабул итәргә мөмкинлегебез бар. Кем шушы эштә катнашты, үзенең эше кертте, аларга һәммәсенә дә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сотканная из душевного единения, стратегия принята почти душевным единогласием. Ну, конечно, одним из главных итогов этой встречи стало принятие стратегии развития татарского народа. И если раньше, 100 лет назад, когда ТССР только появилась, принимались в основном документы политического характера, то это скорее духовного. Развитие татарского языка, обогащение культурного наследия, создание в разных городах России и мира национальных советов, которые будут называться «Шура». Но, по сути, если вдуматься, все это Татарстан делает уже сегодня. Ведь как еще расценить эту встречу, как не укрепление взаимосвязи между татарами разных регионов России? Стратегия – это еще и руководство к действию. Нация определила свой путь развития и сохранения. И в Татарстане уж точно знают, как по нему идти. Эльмира Заляева, Владимир Юрков, Вести, Татарстан.